Хоть с коляской, хоть на велосипеде. Теперь здесь чисто и удобно. А главное, безопасно. Не нужно обходить старые деревянные мостки по проезжей части. Новой плиткой выложили 340 метров пешеходной дорожки. За день здесь проходят сотни жителей райцентра. Был тротуар, можно было ноги переломить, только гвозди так торчат, никто это самое. Сейчас очень прекрасно. В этом дворе дорожную технику последний раз видели в конце 80-х. За это время двор превратился в непроезжее болото, утверждают местные жители. Сегодня же территорию действительно не узнать. Новый асфальт и дополнительные парковочные места, которых так не хватало молодым семьям в Визинге. Живу 22 года, вообще вот страшно было смотреть. Вода стояла, хоть плот было пускай. Нельзя пройти. У нас, правда, машин нету, но машины вообще не выезжают, было осенью, весной. Программа по благоустройству была реализована только в райцентре Сысольского района. Это единственный населенный пункт, где проживает более 1000 человек. А это одно из главных условий проекта. Вот только сами сельчане до последнего не верили, что за короткие сроки можно сделать большую работу. Народ не совсем, мне кажется, более инертный, чем активный. На эти сходы народу приходило не так много. Приходили самые активные жители домов и в основном среднего и пожилого возраста, которым не безразличны их быт, так будем говорить. Когда мы предложили, немножко были скептические такие отношения. Сегодня, когда мы это все выполнили, надо сказать, быстрыми темпами, буквально за 10 дней были приведены 12 территорий в нормальное состояние, люди очень этому удивились. Этим летом проект «Комфортная среда» дошел до 45 населенных пунктов региона. Там, где власти привели в порядок свои правила благоустройства и разработали муниципальные программы. На поддержку только республиканская казна направила почти 200 миллионов рублей. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сысольский район.